Выставка «Сокровища Третьяковской галереи» еще будет открыта для якутян в ближайший месяц. Почему выставку решили продлить и о других не менее интересных событиях, происходящих в Национальном художественном музее, расскажет гостья студии. Лия Кравцова, заместитель генерального директора Национального художественного музея по научной и выставочной деятельности. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Раз уж мы сказали про выставку «Сокровища Третьяковской галереи», расскажите, пожалуйста, когда она, до какого числа она все-таки будет работать, и вот о самой этой выставке, о привезенных экспонатах тоже более подробно. Действительно, у нас в этом году состоялось крупномасштабное событие. В рамках столетия республики, благодаря усиленной поддержке нашего главы республики, правительства и Министерства культуры Республики Саха-Якутии, нам удалось привести выставку «Сокровища Третьяковской галереи» из крупнейшего федерального музея, представляющего русское и отечественное искусство. И, как вы уже отметили, нам удалось продлить эту выставку, потому что она должна была работать до 17 июля включительно. Но благодаря тому, что у нас большая посещаемость выставки, которая за месяц работы составила более 10 тысяч человек, и по многочисленным просьбам наших горожан мы обратились с просьбой к Государственной Третьяковской галерее о том, чтобы нам разрешили продлить выставку, потому что с 2022 года вышло распоряжение Министерства культуры Российской Федерации о том, что выездные выставки музеи должны представлять в другие учреждения на срок не более 3 месяцев, включая транспортировку, монтаж, демонтаж, ну и, соответственно, само время экспонирования произведений на выставке. Поэтому мы должны были закончить нашу экспозицию 17 июля и сейчас заниматься возвратом работ в Третьяковскую галерею. Но вот такое беспрецедентное событие случилось. Нам пошло навстречу Министерство культуры Российской Федерации, и мы продлеваем выставку до 11 сентября. Поэтому, кто еще не успел посетить нашу экспозицию из Третьяковской галереи, мы ждем в наших экспозиционных залах. А сколько произведений представлено в музее? И какие, может быть, пару слов о как раз-таки экспонатах, которые привезли? Да. Экспозицию составила 56 произведений. Это довольно большое количество для регионального музея, как наш, тем более учитывая такие дальние расстояния. И здесь мне хотелось бы еще отметить одну особенность экспозиции. То, что к нам Третьяковская галерея, учитывая, что у нас столетие Республики Саха-Якутия празднуется, они предоставили 17 полотен, которые у них размещаются в постоянной экспозиции. То есть, когда мы с вами могли бы приехать в Москву и посетить Третьяковскую галерею, эти произведения мы могли бы там увидеть у них. И вот такое событие они сняли из экспозиции свои 17 полотен и отправили в Якутию. А так, конечно, экспозиция представляет хронологически, охватывает 19 и 20 столетие, заканчивается на работах 80-х, 90-х годов наших советских художников. И, конечно, здесь можно говорить о том, что экспозиция отличается жанровым разнообразием. Вы можете увидеть произведения, ставшие хрестоматийными. И, наверное, многие из них вам знакомы по учебникам. Может быть, вы помните, мы писали сочинение, когда где-то в конце учебника была картина, мы должны были ее описывать. Может быть, наши зрители вспомнят опять «Двойка», да, произведение Решетникова, а у нас демонстрируется другая его работа, не менее известная «Прибыл на каникулы». Также, конечно, визитной карточкой экспозиции стало знаменитое полотно Василия Тропинина «Золотошвейка». И вы можете увидеть это произведение и на афишах, баннерах нашей выставки. Ну а если хотите увидеть живьем, опять же приглашаю посетить нашу экспозицию, которую мы привезли. Действительно, все произведения, которые у вас представлены, картины широко известны, мне кажется, во всем мире. Но а что насчет небольшого такого закулисья музейной жизни? Как вот подготавливались сотрудники музея для принятия такой выставки?
Сразу могу сказать, что это не делается за 2 месяца. К этой выставке мы готовились более 2 лет. И сначала, конечно, мы отправили запрос в Третьяковскую галерею с предложением привезти в Якутию выставку из их собрания. Последняя выставка крупная из Федерального музея у нас была в 2005 году, когда мы открыли основное здание музея. Опять же, мы привезли Третьяковскую галерею, но гораздо меньше произведений. И в 2007 году у нас гостила выставка из собрания Государственного русского музея под названием «3 века русского искусства». И учитывая, что не все наши северяне имеют возможность выезжать за пределы нашей республики, мы решили к празднованию столетия республики подготовить такой масштабный выставочный проект. И обратились с запросом в Третьяковскую галерею. Они откликнулись на нашу просьбу, но для того, чтобы привести произведения, ставшие уже классикой российского, отечественного искусства, надо соблюдать ряд условий. Есть такой музейный документ, называется Facility Report. Ну, по-русски, наверное, можно сказать музейный паспорт, где музей, или вот как певцы предоставляют, да, райдер. Вот такой вот райдер выставляет другой музей нашему музею, где мы должны ответить на ряд вопросов, касающихся экспозиционной площади, которую мы готовы предоставить, о том, сколько у нас в наличии витрин, стендов, какая повесочная система, какие климатические условия, потому что произведения должны экспонироваться в специальных климатических условиях, учитывается температура и влажность помещения. Поэтому соблюсти вот эти все требования тоже требует определенной работы. Я здесь и могу тоже сказать, что и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи, которая приезжала на открытие, она сказала, что мы второй музей в регионе, который, во-первых, осуществил специальную застройку под экспозицию, и музей, который как слово-то подобрать, который исполнил все требования музея по экспонированию произведений. Действительно, работа проделана очень большая. Но помимо Третьяковской галереи, в этом году в Национальном художественном музее были представлены еще некоторые выставки. Например, Елабужского государственного музея-заповедника, Московского музея современного искусства. А какие еще крупные выставки планируются в этом году? Да, вы сказали вот о 2 крупных выставках. Они завершили свою работу. Выставка, которая представлена из Елабужского музея, работает сегодня последний день. Так что, кто еще не успел посетить, музей работает без выходных, учитывая, что у нас гостили такие крупные проекты и продолжается выставка Третьяковской галереи. Поэтому, кто не успел, пожалуйста, можете и сегодня посетить наш музей, познакомиться с замечательной экспозицией Елабужского архитектурно-художественного музея-заповедника, которые привезли большую выставку, знакомящую с национальной культурой татар. И там огромное количество предметов, посвященных и быту, и представлено ювелирное искусство. Поэтому, я думаю, это интересно всегда знакомство с национальной самобытной культурой другого народа. И замечательная выставка, которая у нас на прошлой неделе завершилась, выставка из собрания Московского музея современного искусства «Человек и его ландшафты». Ну вот очень интересная концептуальная выставка. Опять же, у нас была осуществлена специальная застройка под экспозицию, музейный свет с демонстрацией видео. Поэтому очень интересный проект у нас состоялся. Мы на этом не останавливаемся и продолжаем работать с региональными и федеральными музеями по поводу нашей выставочной деятельности. И буквально мы не только хотим у себя принимать выставки, но и хотим выезжать с выставками из нашего собрания и представлять масштабное искусство Якутии. И в августе месяце, 26 августа, у нас должна открыться выставка современного изобразительного искусства Якутии в
Приморской картинной галереи во Владивостоке в рамках, опять же, продолжения празднования столетия Республики Саха-Якутия и при активной поддержке главы, правительства и постоянного представительства по Дальневосточному федеральному округу. И это тоже очень знаковое событие и для искусства Якутии, и для нашего музея. Достойно представить наше собрание. Мы повезем работы художников, выполненные за последние 20 лет. Это будут работы из фондов нашего музея и авторские произведения наших современных художников. И здесь надо отметить, что современное искусство здесь понимается не как модное, востребованное, а именно искусство наших современников. То есть это творчество художников, с которыми мы с вами хорошо знакомы и буквально встречаемся на персональных выставках, на выставках сборных, которые организует наш музей и Союз художников Якутии. Поэтому, я думаю, для владивостокского зрителя будет интересно ценить вот эту вот философию, эстетику национальную нашего изобразительного искусства. Давайте поговорим про Пушкинскую карту. Ведь с 1 сентября текущего года, 2021 года, прошу прощения, в России как раз-таки начала свою работу данная карта для школьников и студентов. По этой карте молодежь может сходить в театры, кинотеатры и также в музеи. Может ли приобретать билеты на различные культурные мероприятия? Ну а какие выставки и мероприятия молодежь Якутии может посетить в Национальном художественном музее? В нашем музее по Пушкинской карте практически можно посетить все события, которые проходят. Это и выставки, которые к нам приезжают, это и постоянная экспозиция, включающая как просто просмотр экспозиции, так можно себе купить и экскурсию, пойти с экскурсоводом и послушать про произведения, которые представлены в постоянной экспозиции. А экспозиция у нас масштабное, представляющее русское, отечественное искусство, искусство Якутии, это в основном здании. Можно посетить галерею зарубежного искусства и познакомиться с коллекцией западноевропейского искусства и искусства Востока. И можно посетить картинную галерею академика Осипова и познакомиться с творческим наследием нашего знаменитого якутского мастера Афанасия Николаевича Осипова. И приобрести билет очень легко, даже не выходя из дома. Самое главное для наших молодых людей – это зарегистрироваться на госуслугах и получить или виртуальную пушкинскую карту, можно оформить реальную. Но для этого надо уже будет совершить определенные телодвижения и пойти в банк и получить эту карту. И при этом я хотела бы отметить, что те денежные средства, которые выделяются Российской Федерации для молодых людей и для посещения культурных событий, в этом году эта сумма составила 5000 рублей, она сгорит в конце года, она не переносится на следующий год. Поэтому у наших молодых людей уникальная возможность использовать Пушкинскую карту для посещения и музейных собраний, и других культурных институций. Можно следить за событиями, которые доступны по Пушкинской карте на портале «Прокультура». Там все тоже четко, ясно написано. Если интересует какое-то конкретно культурное учреждение, почти все наши учреждения культуры имеют свои сайты, заходите, там есть раздел «Пушкинская карта», и там все доступно написано, как оформить эту карту, если кто-то еще не успел ее оформить, и как можно приобрести билет. Юлия Владимировна, спасибо вам большое, что пришли, за замечательную интересную беседу. Желаем процветания Национальному художественному музею, побольше интересных выставок и экспозиций. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну и я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.